Моя мечта, чтобы вот этот уголок для сердца людей, да, он не погиб. Я мечтаю об этом и хочу, чтобы он существовал. Хочу, чтобы появилась в городе возможность помогать. Это вот 16 августа, как правило, 1938 года. Да, это вот тяжелейшие для страны предвоенные годы, а тогда и коллективизация проходила в эти годы. Ну, по истории это труднейшие годы вообще становления страны. В эти времена вот власти предпринимали все усилия, чтобы обездоленных детей вот каким-то образом приобщать в коллективы, так, чтобы дети были заняты делом. И организовать досуг не так-то просто, дети фальши не любят. Ну, вспоминаю это 30-летнюю давность, это 87 год, июль месяц. Ну, когда меня первый раз привез сюда замначальника областного управления образования, конечно, удручающее впечатление такое. Здесь это неизвестная организация, которая только перекочевала сюда, и она еще не успела встать на ноги. Я увидел здесь море работы. Вот это здание учебного корпуса, знаете, когда даже в вестибюль заходишь, здесь жизнью не пахло. Я встретился с такой ситуацией, с чего начинать, как делать, где заборы поставить, как определить эту территорию. В общем, много таких вопросов перед руководителем возникло. Штат самый малочисленный, и опереться не на кого. Коллектив, который не верил в то, что здесь что-то вообще может быть. Люди начали говорить, да он рисуется, и он завтра урвет, как это, извините за такое выражение, то, что ему надо, и уйдет отсюда. Вот эти слова оскорбляли меня всегда, и вот настроение такое людей, да, оно, конечно, сильно огорчало. Если мне, наверное, вспоминать, вообще у меня ничего легкого в жизни не было. И я вырос в простой рабочей семье, и как-то вот благодаря родителям и Всевышнему, да, вот эти черты характера мужские привиты, что обязательно должен человек испытывать трудности. Конечно, их здесь было много, особенно в 90-е годы, как у всего народа нашей республики, как у всей страны самой. В 91 году вот этот наш общеизвестный, любимый горожанин-питомец Гриша Медвежонок, его привезли сюда. Охотинспекция забрала тоже, как в Пиктинском районе, как будто напасть. Так, забрали его там у человека, который пытался его за бутылку водки продать, на ошейнике возил, ему был возраст 2 месяца, привезли сюда, 91 год. У нас ни вольера, ни грамма металла, ничего нет. Какие источники искать? В то время, допустим, не до станции юных натуралистов кому-то, не до этого медведя. Мне кто-то говорил, ты пулю ему в лоб пусти, говорит, и все на этом, и твоя проблема исчезнет. Я говорю, не могу тому человеку, я что ответил, он большую должность занимал, я сказал, у него глаза добрее, чем у вас, поэтому у меня не поднимется рука. Вот он оскорбленным остался, ну это на его совести, а я на своей совести остался чист. Вы знаете, нашлись ведь люди добрые. А вот Айткалий Симханович, Марат Садыкович покойный, царство им небесное, он пошли со мной по предпринимателям просить железо, чтобы сделать вольер для медведей. Там 10 тонн металла. В то время кому-то вот это выделить, да, было очень трудно, разваливались предприятия. Нашлись люди, которые помогли, тоже нет на свете, но они помогли сварить вот эти секции. А мы тут всего 3 мужчины было, мы на руках их поднимали, это почти полутонные эти секции. Так мы поднимали, я сварщика нанимал, сварили ему как могли вольер. Вот он до сих пор, он был рассчитан на одного медведя, сегодня там пара.
сегодня мы его так квалифицируем. Сегодня биологический центр – это научно-исследовательская лаборатория под открытым небом. Сегодня, наряду с тем, что мы по государственному заказу получаем задания от исполнительной власти на организацию занятий с 850 учащимися, так, мы сегодня, центр посещает порядка экскурсий более 160 тысяч населения. В жизни мне не довелось работать на той работе, которую я не любил. Я не люблю формального отношения к делу людей. Это, ну вот, понимаете, моя натура не воспринимает этого. Когда я вижу, что человек даже лопатой элементарно, там не надо большого потенциала, лопатой перекидывает, допустим, снег, и он перед собой тут же ложит, он не заботится о чистоте или результате работы, а он делает это механически, потому что ему идет зарплата. Вот я таких вещей не воспринимаю. Понимаю так, ты делай, чтобы самому было приятно в душе. Если вы посещаете центр, вы видите здесь обстановку. Здесь не курят на территории. Пьяных мы не допускаем. Здесь хотели открыть торговые киоски, там торговать спиртными и так далее. Я категорически этому противостоял, хоть и мной и недовольны, но я не допустил сюда торговлю. Моя мечта, чтобы вот этот уголок для сердца людей, да, он не погиб. Я мечтаю об этом и хочу, чтобы он существовал. Хочу, чтобы появилась в городе возможность помогать